Поступление первого транша от Минэнерго России и начало зачисления денег на счета шахтеров на своей странице в социальной сети подтвердила и мэр Инты Лариса Титовец. Она отметила, что это стало возможно благодаря кропотливой и напряженной работе многих структур. Прежде всего, сегодня я хочу напомнить шахтерам и всем жителям города слова главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова. Поздравляя интинцев с Днем шахтера, он сказал: «Мы не бросили Интауголь 2 года назад, не бросим и сейчас». И глава сдержал свое слово. Свое мнение высказали и представители профсоюзных организаций. По их словам, у горняков снова появилась надежда на нормализацию работы их предприятия, а трудиться они готовы. Основная часть работников Интаугля готова приступить к работе. За минусом может быть тех, кто отсутствует сейчас в городе, там еще не подъехали, кое-кто работает за пределами города. Думаю, в течение декабря все на работу, кто должен выйти, выйдут. В общем-то, поступление вот этих средств федеральной поддержки из резервного фонда, то есть дает нам возможность сейчас запустить работу предприятия по подготовке 43-й лавы и впоследствии запустить и саму лаву, выйти на режим нормальной работы. Отметим, несмотря на простой, по данным Минпрома, угледобытчики ни разу не нарушили свои контрактные обязательства по объемам поставки сырья на Северодвинскую ТЭЦ-1 и Череповецкую ГРЭС. Все средства, полученные за реализацию, в это время шли на выплату заработной платы работникам.